Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я хотел было в купе с другими материалами выдать, сделать как-то подачу объемисто, но ситуация так сложилась, что, как говорится, приходится действовать по обстоятельствам. Сегодня поговорим про совет тейпов. Давайте ближе к делу. И начну я, наверное, с предыстории. А дело в том, что в сети появился некий скриншот, на котором стоят подписи членов совета тейпов, старейшин, где говорится за объединение Осетии и Ингушетии. И вот сегодня, один из тоже, его подписи там нету, надо сделать вот такую ремарку. Но он, выступая, хотя его подписи там нету, от лица совета тейпов, с трибуны совета тейпов, говорит следующее. Давайте послушаем. Ассаламу алейкум рахматуллах. Мерхой шуг тейкл доктор совет тейпов год. В интернет алилож кяхтж мади письмо жи совет тейпов. Дахта письмо дияхж иштрияш кяхтж подпись утя. Иш кяхтж тугур датиги вадач вадушан дабадушан шок дахайчан. Хажл совет тейпов республики Ингушетия. Я организация общественная, охтят мадашан. И логотип платишь, солярные знаки, башни, эфирные бланки. Ух, даже совет тейпов, я официальное заявление еще. Ходу аж туши, бланк жи, иш хама жи, яздер жи, иш совет говорят шан. Ох, письменно докторы, у бланка дают шан. Голосу устного давал, голосом уж давал шан, дохожи мади, иш мабаш шан, хабол, обращение. Киргизы, подписи совет тейпов рема, яшчан, председатель ерма. Вухар от я, подпись шпейт не яшчан. Кягат хадя, хакеш да аркусу, стеркал мади. Все бы ничего, если бы не один момент. Может быть, вот этого из совета тейпов, который сейчас говорил про документы и символики совета тейпов, может, он не присутствовал на том заседании, скажем так, а именно это 22 декабря, и он не в курсе, что именно на эти подписи, на этот документ по-иному реагировал уже другой старейшина из совета тейпов. Видео то и было это выложено 22 декабря на сайте совета тейпов. Я было сохранил это видео. Оно мне показалось интересным, но я не знал контекста событий. И также мне писали в сообщениях, где я также отвечаю. Я не знаю предыстории, что там происходит, но видео я сохранил . После мне один брат подарил телефон более лучшего качества, которым я пользовался. И при попытке подключить сюда тот телеграм, который у меня был на старом телефоне, так случилось по техническим причинам, что тот телеграм-канал, то есть аккаунт, точнее, я удалил. В процессе, пока я монтировал этот ролик, это у меня заняло определенное время, сутки. Не только я на этом ролике сидел, занимался своими делами, так-сяк, бытейские, житейские проблемы. Так вот, ролик я нашел все-таки. Как говорится, кто ищет, тот находит, алхамдулиллах. И он на ингушском языке. И прежде чем поставить ролик, я продолжу тот же материал, который я выкладывал, скриншоты. Это будет более понятно, там на русском языке. Давайте продолжим, так сказать. И вместе с тем, и это видео, и другие-то, ладно, можно будет найти, но это видео у меня удалилось.
Но что примечательно, Совет Тейпов также удалил этот ролик, как мы видим вот на этом скриншоте. И это не первый ролик, который, надо заметить, который удаляет Совет Тейпов. Также я делал про это ролик. Вот он, вы видите скриншот. Также был удален, я как-то делал публикацию в Фейсбуке. Это первый раз, когда я заметил, как Совет Тейпов удаляет ролик. Это было, когда, там говорится ваххабисты, конечно же, но имеется в виду салафиты, которым я себя причисляю. Он сравнивает как не то что с шиитами, а Тишабол от нас произошел как бы. Но в течение часа это видео было удалено. Но это видео я все-таки смог найти. Давайте я вам поставлю, чтобы понимать, почему это видео было удалено. Так вот, как я сказал, это не первое, и не последнее, и не второе, и не третье даже видео. Там были и другие касательно СВО. И, как мы помним, когда там реплики в сторону Кадырова и Даудова были, тоже эти ролики удалялись. Точно так же удалялся ролик, когда Бузуртанов Руслан приходил, ну хотя Бузуртанов Руслан на своем канале оставлял этот ролик. Но вот этот ролик я не смог найти. Может, когда-нибудь где-нибудь он всплывет, но все-таки следы в интернете остались. И давайте посмотрим. И именно вот 22 декабря вот здесь был выложен этот ролик. И вот на одном сайте, а именно Салда ВС, был этот ролик тоже. Если там нажмем, ролик удален, говорится. Но в этом ролике, как видим на этом скриншоте, было описание, где был выложен, можно сказать, расшифровка этого видео. И это было сразу же, мне показалось странным, потому что уж очень какое-то важное значение придавали тому обращению. То есть хотели как-то донести до людей, но что-то не понравилось и пришлось удалить. И давайте посмотрим. То есть для начала вспомним слова, которые вот в видео сегодня выложено. Там говорится, что никакое отношение к этим росписям, что эти росписи поставлены не их рукой, и никакого отношения они к этому не имеют. Но в том видео, это видео видели многие, кстати, в том видео, и сейчас мы узнаем это из этого текста, говорится по-иному. А именно, половина населения республики сегодня об этом говорит. Куда ни придешь, разве так поступают? Сказали же, убрать ненужные слова из текста. Нет, он их не убрал, а сказал, что убрал. Поэтому мы и подписали. То есть, понимаете? То есть, вот этот текст уберите. Но им сказали, что убрали, и они поставили свои подписи. Читаем дальше. Я один из первых это обращение подписал. И Багаудин тоже, поверив, что он убрал. Он это тот автор, составитель того текста. Что мы сказали убрать.
слова о том, что якобы мы желаем объединения с Осетией, а не с Чечней и Дагестаном, почему-то здесь приставка. Потом тут описывается про нашу молодежь, какая она хорошая. Потом тут также описывается про героев СВО и героев русско-японской, и что у нас в народе не все так плохо, что СДЛ соблюдается, и все в таком роде. Ну, скрины я вам предоставляю этого. Так вот, из этого текста говорится, что подписи подлинные. Теперь, как сопоставить сказанные слова сегодня и вот это, который выступал с трибуны Совет Тейпов, он мог не врать. Он мог не присутствовать на этом заседании. Именно 22 или 21 это было, но 22 был ролик выложен. Мое мнение такое. В каких ситуациях он не причастен к этому, получается. Ему и не надо было это озвучивать. Там стоят подписи Бузуртанова, сейчас по памяти говорю, Лянова, Наргиева и вот еще других. И вот один из этих, у кого подписи там стоят, который говорил на видео там, что я первый поставил подпись, он вот должен был сегодня вот это сказать. То есть, объясните, вот это видео, и я не знаю, как тут что объяснять. И что самое интересное, это заявление, оно не первое. Помните то письмо, которое Келлигов отправил Путину? Вот как Фортанга его преподносила, то есть расставить все точки над «и». Такой судьбоносный момент, как бы он преподносился, можно сказать, такие были анонсы. Что мы видим в этом письме? Ровно то же самое, что практически сегодня в этом письме, от которого отрекается Совет Тейпов. Вот он, наглядно. Вот он именно с сайта Фортанги. Точно так же, как мы помним, когда некий министр высказался за укрепление регионов, субъектов, на сайте Фортанга была вот такого рода статья, где расписывались плюсы, именно что, короче, плюсы. Жизнь будет цвести и пахнуть. Все наладится. Но в итоге все-таки своя республика, конечно же, хорошо. И почему-то тогда таких реакций не появилось. Не было возмущения ни от кого. Не знаю, почему нападки сегодня на Совет Тейпов. Как говорится, зря мы, что ли, Аланские ворота строили. Ну, а теперь обещанный ролик. Явное доказательство. Кому-то эти скриншоты, может, не хватило бы. Кто-то постарался бы натянуть сову на глобус. Ну, а теперь интересно, как на это отреагирует Фортанга, или репостнет ли она этот ролик. Потому что у нее часто это бывает, неинтересные ей моменты, она старается, Фортанга не может подтвердить подлинность. Но очень часто она ссылается на неподтвержденные. И об этом мы как-нибудь, иншаллах, сделаем подробный разбор. Ну, а сейчас давайте вот ролик, я его и отдельно выложу, и как бы в купе в этом видео. اشتروا وياها بيحلو اشتري هاوس وياها سبرة بودشانة شغل هاوس وياها شغل تغيير وياها سبرة وأول سبرة يوم أشتروا تجيه هل طول جيها وياها هاوس وياها سيبوك سيبيز وياها واسع غزير بعدين سيبوك حبك كشري تغلط إنه تيجي أبوك بيشغلط
الموتي شاو بيخلص يركز كامل يوش نها الدرجة كمان تعمل له دي بينه سيفا أو وقت تيشابه وقت تيشابه بس وحبيش شو بير كل شيء داشن بيبات شو بين بيبانس وجاي بيروي بريزنا كيري شوية وجاي أعرف وش خلص يعني المهم يدشل المهم يدشل هنا دعكي الرسولة أزياء إنجي حظ مش عارف هنا دعكي كذا ناس يسوي دعكي مين مو كمان غير مو كمان حنا شو دوي مو كمان غير أخي أنت سحق درس نقول ليش كمان لا أنت سجت دين ده سكان سو دعمنا له هاش متشكي سونا كيجنا لا شاف فيتين وسج كل وقت دقرات تعيش حدا بيحكي وقت يفوت حملت زباس كيلو يسي شبكي زباس كايش دقرات مثلي غير ليش بحل ايش بيمسوا كيجنا كيجنا سولش انشات لا قالنا يا اونرانس جديد قالنا سون خزابات بعض جديد سون خزابات اجي خوز بولش نجح دولش ماشي سواش ماشي سوني سنوات سخوش نيس لو ميزيس سي وش ماشي تاعنا هو بارتي بن تيجي البوجناها تما بيع فرا وصل بس الله يسي سي بيخل ميزيس نجح محمد بيت شخص والله ده تاعنا تحسب يكتر شون يكتر خلق يدير والله عليها الناس صدري صدري دادي يعني صدري لو كده زي ده هو يقام يعني ديك كيسونا فكر يا راهي على غاش مشكير متشعبوا في اوكرانيا المغرب بلي حلقه نبير المستلا شوش يسلو هما جوش الغداء تيجي الغداء صنعوا الغداء فانت يا ري بريمتنا أسق يخيا لا تور حلي يبون تنبول شان تيجي خدر هنسون تحتور دقيقة تيجي تعمل هذا يتساسك أرمي خير جالس عدوش يا فيها ريفيو جالس عدود ده جالس عدود ده جالس عدود يعني جالس عادي ريدور ما بات تقول لي تعالوا ورد ري تغنى ريك شيء ده شيء والله مش متشكي شيء والله قديم بيس يقدر حدش نو تغنى اجمود ورد أنا على البقر يا شيء ليش خسرية الوقت ريال وصل اجمود ورد هم نيسنا شيء هذا قديم بيس ونش قديم بيس نرجع تلقى زعمسك ولا تيجي للبيس خاص تيجي للبيس ما تنسي أشياء بزرية استنى هذا إيش نسون ديك وده تلقى تقع من البقر والله بلا بقر ده زاخر ديك كده قلت وزمنا هو سأزل إرزين كم دور ده سأزل كم تكاشف يا مش بوه بقى هندوخه ناس شويس فجأة يا كيف ده اسمه ده مستجاب أنت مش حقاش معك يسرعوا بيه لا بس كل ده ما ديش كان يروح يرك تاخد شوية أنا تاخد سكيات ولا شو لا ما تصعبوا بالاسم وين خارج هذا خارج من هذه يا رب وشيشرا وشيشرا أرضي هذا سوي وشيشرا أرضي هذا مريض بلي دخل ده شيشرا دخل شو ما عندها ده خليني بي وردت ده خليني بي تيجي الآرة كان بحث ده خليني بي كذي ما دخل نخبصون يعني ما حطوا بيد بس كان ده وشيشرا سو بس يكاشر سووا أرضي هذا ما هندري نقع دوه اللي Ну, о концовке, что мне хотелось бы сказать? Это то, что на эти два эпизода не было такой реакции, как на это. Понятное дело, что именно из-за того, что Совету Тейпов высказывали некие претензии, и пришлось Совету Тейпов как бы отбиваться. Я же, в свою очередь, их как бы не сужу, это их сознание, они, как я понимаю, только видят решение проблемы вот в своем вот в таком как бы понимании, это их осознание как бы не то, что проблема, а решение проблем иного они как бы не видят. Просто нам вспомнить хотя бы 73-й год. Почему я говорю 73-й год?
там многие, как бы, не то чтобы участники, но того периода, свидетели, так сказать. И в 1973 году наши элиты точно так же требовали объединить, посылали письмо, чтобы объединились с Осетией. Просто есть один нюанс. Это в целом проблема нас, ингушей, да, может и не только нас. Но я сейчас беру контекст ингушей. Это именно понимание истории именно вот в таком виде. Мы не стараемся как-то перенестись в то время, понять вызовы, которые тогда были, и проблемы, и как их решать. В тот момент была Чечено-Ингушетия. И в моем понимании тогда это было вызвано тем, что понимали, что не дадут создать республику отдельно. И как бы ставили такой ультиматум, что давайте объединить нас с Осетией. И понимая, что Осетия не захочет объединения с Ингушетией, как бы выторговать, мне кажется, отдельную свою республику и тем самым как бы вернуть пригородные районы. Это мое понимание, я вот так понимаю тот момент. Сегодня же мы должны понимать, что это совсем иное, и только лишь поняв, что мы отходим от тех ценностей, которые нас идентифицируют, хотя бы вот то, что у нас осталось, как ингушей, как мусульман, будет добро на объединение. Если же в других случаях, я вообще в это как бы не вижу никакой перспективы для центра, так сказать. И надо это понимать, просто такие вещи. Но это, как я сказал, обусловлено именно восприятием нашей истории. И об этом я хотел сделать в купе весь ролик. Там некоторые высказывания нашего главы, там и еще, и по докладу некоторые моменты хотел показать. То, какой историей мы обладаем, когда говорят, что у нас нет истории, это не в том плане того, что мы как-то не древние, или же что у нас не было ничего, что мы как-то, как у нас любят, не герои там, или не великий народ. Нет, а в плане того, что историю пишем не мы. Не просто как издать книги там, а просто не анализируем, не ставим вопросы и не ищем на них ответы. Именно через свою призму, через призму своих ценностей. Вот в моем понимании это именно так. И я, иншаллах, все-таки закончу как бы тот ролик, который я намеревался и подготавливал материал. И это как бы должно было с анонсом ответ Аршта ТВ на их ролик про договор 1810 год. Потому что там тоже видно, что они, именно Зураб Сычоев, как-то по-своему преподносят эти моменты. Будет интересно. Валлахи, некоторые моменты, которые как бы мне не то чтобы открылись, а факты, они очень интересны. И я думаю, с этого будет, иншаллах, польза. А на этом я завершу этот ролик. Мне интересно теперь, как ответит Совет Тейпов. И хотел бы добавить, я уверен, что Багаудин, который вот не сегодня, а вчера уже, получается, позавчера, точнее сейчас ролик еще загружать надо, он, наверное, не присутствовал именно на этом заседании, и он не знал этого, и роспись его там не стоит. Как я понимаю, это делегация, которая поехала в Осетию. Это от Совета Тейпов были несколько человек, которые поехали в Осетию. И хотелось бы услышать именно от людей, тех, которые стоят. Это неважно, это именно тот документ, может это даже другой документ, там был, может, другой. Но сама суть в том, что какой-то повод был, какой-то документ подменили и какие-то росписи поставили. Вот это факт. На этом я завершу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.